чувство справедливости, чувство гордости, памяти, заботы о тех ветеранов, которые ушли защищать интересы своей страны, о тех семьях, чьи герои не вернулись. Это лежит в основе создания фонда и нашей работы. Этот, я бы назвала даже, наверное, уютный дом, где ребята, которые сюда будут приходить, в режиме одного окна получат сразу все возможные услуги и заботы, начиная с получения документов, которые им необходимы для будущих получений выплат и оказания различных мер поддержки как со стороны государства, так и со стороны субъекта региона, да, так и включая те направления, которыми занимается непосредственно фонд. А что мы делаем? После того, как мы поможем ребятам получить документы, у нас ветераны будут проходить обязательную диспансеризацию для того, чтобы определить состояние здоровья, в том числе психологическую помощь со стороны профессионалов. Такой запрос есть, прежде всего, и от ребят самих, не говоря уже о семьях. В дальнейшем мы будем решать вопросы все, связанные с лечением, с вопросами реабилитации, причем не такой, который там раз в год проходит где-то абы как, а именно в том количестве, которое необходимо по медицинским показаниям. Это обеспечение ребят современными техническими средствами реабилитации. Что это? Протезы. Стали вопросы со стороны ребят о обучении, переобучении, трудоустройстве, причем не просто на какие-то второстепенные работы, а на высокооплачиваемые. То есть много сейчас программ разрабатывается. Вопросы вовлечения этих ребят в патриотическое воспитание молодежи. Каждая поддержка, каждое внимание со стороны и общества, и государства, они важны и ценны. Ну и, конечно же, спасибо руководителям регионов, где предоставляется возможность ребятам и участников специальной военной операции, и тех, кто погиб, детишкам и в лагеря посещать очень хорошие, да, и обучаться, и куда-то ездить на экскурсии. То есть вот эта забота до совершеннолетия, она очень важна, и мы будем также устраивать в техникумы, в вузы, если молодой человек захочет продолжить учебу, и предоставлять им льготные какие-то вакантные места для реализации своих направлений. То есть вот этим занимается наш фонд. Без внимания у нас не оставляют в любом случае. Вот настолько мужественные люди. Все, что вот здесь делается, сегодня мы определились, что дом ветеранов есть, там 30 сейчас делаем для реабилитации. Прямо. То есть самое главное создать им условия, чтобы они, вернувшись сюда, не подумали, не увидели, первое, кто вернется, а кто есть родители, которые воспитали их, которые вложили в них этот разум, душу, твердость, мужество. Значит, вот именно, вот, чтобы и здравоохранение, я убежден, министры, если какие-то вопросы есть, чтобы этот сигнал доходил до меня. Потому что всем расписано, что делать, как делать. Обязанность их. Понимаете? Потому что люди отдали свою жизнь. Понимаете? Самое дорогое, что есть в этой жизни. Недавно вернулся после СВО. Не буду озвучивать свои травмы и так далее. Правительство. Все, что положено. Реабилитация. Ваш фонд тоже с устройством садик детей. Множество вопросов решают. Очень помогают. На данный момент у меня проблем никаких нету. Вовремя отправляют на реабилитацию. Восстановление после травмы очень хорошо проходит. Сейчас уже вышел, служу. То есть вы вернулись? Я вернулся, да, в строй. Если нужно, уеду обратно.